Сейчас, на мой взгляд, когда вот само грузинское общество стоит перед очень серьезным выбором, куда дальше двигаться, и она-то чувствует это и говорит, давайте принимать вас уже и без Абхазии, и без Южной Осетии быстрее, лишь бы только в НАТО. Понимая, что военная база на Черном море с такими портами, которые есть у Грузии, это может изменить баланс стратегический в их пользу. Соответственно, НАТО прекрасно понимают эти движения в грузинском обществе, которые все больше и больше хочет возврата к традиционализму, к утверждению грузинской идентичности, отнюдь не к ее разложению и упразднению. Этого всего уже достаточно было, и в Грузии назревает консервативный поворот. И он назревает, он имеет зримое выражение, популярность таких консервативных политиков и идей растет с каждым днем в Грузии, а напряжение между вот такими прозападными элементами, проамериканскими и грузинским традиционализмом тоже нарастает. И вот сейчас становится такой вопрос, а вот как действовать, как быть нам в этой ситуации? Я думаю, что сейчас мы должны протянуть Грузии, именно традиционалистским силам в Грузии, руку помощи. Мы должны сказать, что, смотрите, ситуация с Южной Осетией и Абхазией была необходимым ответом на именно западную выходку, западную стратегию, потому что того же Саакашвили консультировало нападение на Цхинвалу именно Бернар Леви. Это чистое мировое правительство, это просто вот такой гиперглобалист, хуже не придумаешь. То есть на самом деле это не грузинская была игра, и грузины, поучаствовав таким жутким образом в негрузинской игре, потеряли очень многое. На самом деле, конечно, Россия не может сказать, мы сейчас все вернем и все будет хорошо, потому что есть уже история, есть и признание, есть самостоятельная государственность Абхазии и Южной Осетии, но ведь очевидно, что это все-таки временная ситуация, потому что, конечно, статус-кво может продлиться. Но какая государственность? То есть, либо это должно присоединяться к России окончательно, эти территории, на самом деле, либо надо каким-то образом уже в новом контексте говорить о нормализации отношений с Грузией, предлагать какой-то другой вариант, но уже совершенно с правами, с гарантиями и свободами. Сейчас мы стоим перед новым этапом в грузинской истории и перед новым этапом российско-грузинских отношений. Я думаю, что мы должны серьезно думать в этом направлении. Грузия стоит на пороге перемен, где традиционализм и грузинский патриотизм становятся все более и более сильным фактором. Мы должны это поддержать, это в наших интересах сейчас. Тем более, что на религиозном уровне, церковном уровне и на уровне историческом между нашими народами, по большому счету, вражды и противостояния нету. Если и были эти периоды, надо их осмыслить, надо проделать работу над ошибками, а главное смотреть в будущее. Грузины – часть нашего православного мира, часть нашей православной цивилизации, которая входит в ожесточенное, все более ожесточенное противостояние с миром апостасии и миром антихриста. Грузины наши. Они духовно наши, они культурно наши. Как, кстати, нашими являются и осетины, и абхазы. Мы не можем здесь делать предпочтения, это все наши. Но мы должны каким-то образом содействовать возрождению и восстановлению Грузии на новых условиях, в новом формате, в новом контексте, конечно, с новыми силами. Соответственно, может быть, следует для начала изменить политику виз, а дальше и работать с грузинами относительно будущего. То есть в политике все меняется, а есть только глубинные отношения между народами, глубинные идеологические, духовная, скажем, связь и родство культур. В этом отношении грузины наши братья. Грузинская православная церковь – это сестринская церковь, Грузия – это удел Пресвятой Богородицы. Эти священные факторы в нашем мире сегодня сами себя как бы навязывают. Мы не можем их игнорировать, потому что религиозное и духовное измерение политики – это то, что бросается в глаза во всем мире, во всех его регионах. Соответственно, я думаю, что мы стоим на пороге новой эры российско-грузинских отношений. Самая Грузия назревает очень серьезные перемены. Мы видим рост именно грузинских, не пророссийских, даже, может быть, не проамериканских, просто прогрузинских сил, которые должны быть нашими главными партнерами и союзниками. Нам не нужна пророссийская Грузия, нам не нужны рабы, нам не нужны вассалы, нам нужны друзья. Искренние друзья. Поэтому нам нужна прогрузинская Грузия. Не проамериканская, да, это понятно, но и совершенно не обязательно пророссийская. Прогрузинская Грузия, которая будет верна своим идеалам, которая будет стремиться восстановить глубинную
в содержании грузинской традиции, грузинской культуры. Грузины наши братья, и мы должны быть именно хорошими братьями, даже не младшие, мы должны быть просто братьями. И я понимаю, что это довольно трудно, и это требует довольно серьезных изменений наших установок, но сама история подталкивает нас в этом направлении. Благодарю вас, вы смотрели экспертизу Дугина о Грузии и о новом повороте российско-грузинских отношений.